Малгобекском районе выявлен достаточно большой очаг саранчи. Саранча не сдается. Нашествие зарегистрировано в Малгобекском районе. С напастью намерены бороться оперативно. У него должно быть соблюдено то, что животное осмотрено перед убоем, что она клинически здоровая. Правда ли, что в больнице региона угодили уже несколько человек с сибирской язвой? И все после употребления мяса. Здесь и по-другому не должно было быть, потому что это въезд города Магас. «Стройся, столица». В Магасе уже начали возведение нового микрорайона в прибрежной зоне реки Сунжа. Специалисты разъяснили автолюбителям причины пожара на транспорте, раздали вот такие вот памятки. Рейд безопасности провели сотрудники ГИБДД и МЧС. В целях профилактики боролись с возгоранием в машине. Не хочу попрощаться, но что поделаешь. Вечернее платье на смену белому халату, но только на время выпускного. Праздник в медицинском колледже. Это новости 24, в студии Лейла Цурова. Добрый вечер. Повышение качества и доступности медицинской помощи в Ингушетии обсудили на встрече в Москве Юнусбек Евкуров и министр здравоохранения страны Вероника Скворцова. Также речь шла о темпах строительства первого самостоятельного педиатрического центра на 200 коек в Назрановском районе и о начале строительства многопрофильной больницы. Были затронуты вопросы состояния системы здравоохранения республики в целом. Глава Ингушетии поблагодарил министра России за оказываемое региону внимание и поддержку в этой сфере. Вероника Скворцова, в свою очередь, высоко оценила деятельность работников системы здравоохранения региона и заявила, что сделает все возможное, чтобы помочь республике в решении тех проблем, которые копились годами. Также глава Ингушетии встретился с главным тренером сборной России по боксу, олимпийским чемпионом Александром Лебзяком. Обсудили вопросы проведения международного турнира в честь открытия строящегося в Ингушетии Дворца спорта. Юнусбек Евкуров пригласил известного тренера принять участие в первом международном турнире по боксу, посвященному памяти заслуженного мастера спорта России, участника Олимпиады в Пекине Ислама Тимурзиева. Тренер российской сборной поблагодарил главу региона за приглашение и выразил желание приехать на турнир с командой ведущих боксеров. На фермах Малгобекского района объявилась саранча. Популяция пока невелика. Сейчас сотрудники Россельхозцентра, Минсельхоза и местной администрации оценивают масштаб вреда, который способны нанести эти насекомые. Прорабатываются меры, возможно, привлекут авиацию для химобработки. Принимать решение надо быстро, так как этот противник оперативен и ненасытен. Тамерлан Хамкоев расскажет обо всем подробно. Они же прожорливые. На всех континентах Земли одним из самых страшных бедствий для любых посевов во все века считалось нашествие саранчи. В последние годы южные регионы России, к сожалению, стали своего рода перевалочной базой на пути миграции этих прожорливых насекомых. Не миновала эта беда и Ингушетию. В этот раз крупный очаг скопления саранчи был обнаружен на фермерских угодьях Малгобекского района. На сегодняшний день в Малгобекском районе выявлен достаточно большой очаг саранчи, по которому необходимо провести профилактические мероприятия, чтобы не было дальнейшего развития. Принимать меры по ликвидации насекомых и обрабатывать поля химикатами необходимо прямо сейчас, пока эти особи не стали взрослыми. Если упустить время, то уничтожить эту популяцию будет практически невозможно. А значит, необходимо срочно привлекать к борьбе с саранчой авиацию. Обработка этого участка земли может опасно затянуться. А пока сотрудники Россельхозцентра, Минсельхоза и местной администрации оценивают масштабы самого бедствия и мер, требуемых для его ликвидации. Мы сейчас принимаем все меры, согласуем свои действия и решили здесь задействовать авиацию. Поработать нужно будет инсектицидами, чтобы уничтожить вот этот вот очаг саранчевых. У нас Россельхозцентр совместно с Министерством сельского хозяйства проводит мониторинг. Мы знаем, что очаги могут возникнуть это у нас на территории приграничной с Дагестаном.
и с Чечней и Северной Осетией. Саранча летает огромными стаями, которые могут насчитывать десятки миллиардов особей. Бороться с ними можно только ядохимикатами, но их нужно использовать своевременно, пока вредители, что называется, не встали на крыло. Для примера, за день стая взрослой саранчи может съесть до 200 тысяч тонн зеленой массы. Чтобы не допустить подобной катастрофы, Минсельхоз Республики, местные администрации и сами фермеры решили срочно объединить усилия в борьбе с вредителем. Фактически سرنشة يارد هم هذين دتها شو جوج دوخ ودجلات هم بعد بعد هيجي هنا يؤثر هم ليش كم برجور حمير يقرأ برجور خليشوش دادي هنا أخرت أعطنا أدمنستراتي даже район администрации يالشي سوق بقوات مسني совместно штиди هنا бог бибиш положение уздаю прилич штиди же техник прилич штиди наземный пеньяцу хочешь авиация. Тут важно понимать, что подобные дела не терпят отлагательств, и работу по обработке земли химикатами и уничтожению прожорливых насекомых необходимо начинать сейчас. Следует также учитывать, что размножается саранча немыслимо быстрыми темпами, и каждый упущенный день в борьбе с этими вредителями может стать последним для посевов, выращенных тяжким трудом. Тамерлан Хамхоев, Сурхо Кусиев, Новости 24. Не саранча, так сибирская язва. Слух еще об одной напасти стремительно распространился в эти дни по СМС-рассылке. Таким образом, решили заботливо предупредить об опасности употребления мясных продуктов. Якобы уже есть жертвы. На это отреагировали работники правительства, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ветеринарной службы. Создали рабочую группу и выехали для проверки мясных павильонов. Подробно расскажет Мария Мистоева. Назрановский рынок «Фабрика», как его называют в народе, один из самых крупных в республике. Здесь ежедневно закупаются сотни и даже тысячи людей. А в преддверии праздника Ид-аль-Фитр на мясных рядах и вовсе ноги некуда ступить. Говядина с бараниной в эти дни в числе самых востребованных продуктов. А значит, именно сейчас их качество необходимо проверять как никогда тщательно. Особенно на фоне появившихся слухов о сибирской язве, которой якобы заразились люди, съевшие непроверенное мясо от частных продавцов. Специальная комиссия идет по мясному ряду. Павильон за павильоном проверяют все, начиная от ветеринарного свидетельства и санитарного состояния до, собственно, самой мясной продукции. Хотя, по правде сказать, она и так поступает сюда утром, только после тщательной проверки местным ветеринарным врачом. Вам привозят мясо, да, тушу, да? С селезенкой. Я вскрываю лимфоузел, смотрю, изменился ли цвет, форма этого лимфоузла. Есть ли какие-то отклонения? Если есть, то я, значит, дальше должен исследовать это мясо. Бекхан Албагачиев не первый год занимается продажей мяса. И, кстати, в его павильоне в этот священный месяц килограмм мяса продают за 260 рублей, тогда как у остальных продавцов 280. Качество и довольство покупателей – вот что заботит Бекхана в первую очередь. Мужчина признается, что ни о какой сибирской язве он даже не слышал. Откуда завозятся животные? Мы со Ставрополя завозим. Имеет ли, вот когда вы завозите, бывает ли у вас сопроводительный документ? Да, вот он едет. Вы знаете, что должен быть сопроводительный документ? Вот оттуда ему выдают справку, специальные документы выдают. Ветврач оттуда, где он, корову, где берут, вот там. Что данная корова привита от всех заразных. Да. Вот свидетельство. Да, вот сейчас специальные бирки у них. Любовь Кукурхоева около 30 лет реализует мясо на различных торговых точках республики. Скот продает как местный, так и со Ставрополя или Моздока, когда как. Здесь она совсем недавно. Женщина старается, чтобы ее мясо было самое качественное и свежее. Справки например, от На небольшом рынке Ачамборс, что находится на территории универсального крытого рынка, всего 22 мясных павильона, которые в большинстве оснащены морозильными камерами и кондиционерами. А павильоны полностью закрыты, что помогает поддерживать температурный режим и спасает от мух. Здесь есть свой ветврач, без письменного разрешения которого мясо не поступает на прилавки. Если же появляется хотя бы малейшее сомнение в качестве мяса, то с соответствующим сопроводительным документом пробу направляют в республиканскую лабораторию. Всего в Ингушетии одно ветеринарное управление и 7 подведомственных ему учреждений в разных населенных пунктах, 4 станции по борьбе с болезнями животных и 3 лаборатории, а само главное управление строго следит за их деятельностью. Каждый день хозяина духа. У него должно быть современное
современной точки, что животное осмотрено перед убоем, что она клинически здоровая. После наличия только такой справки врач, непосредственно лаборатория официальной экспертизы, имеет право принимать мясо. Если нет этой документа, считается, что мясо не имеет документации сопроводительной. Значит, жители нашей республики могут быть спокойны. Потому что жители нашей республики, вот здесь пускай, что есть инфекционное начало, есть сибирская язва, но другие, это все слухи. Потому что любое мясо, поступающее на рынке, подвергается исследованию врачами лаборатории. Эти врачи, лично я сам хожу, проверяю, контролирую работу этих врачей, наличие реактивов, наличие оборудования, наличие вот этих холодильных установок. Так как мясо в республике в основном завозное, наши ветеринары тщательно и со всей строгостью проверяют сопроводительные документы и ветеринарные свидетельства о том, что животное было привито от всех болезней. Они могут быть фиктивные, эти справки, может быть так, что они купленные или подделанные. Ветеринарные свидетельства, ветеринарные формы ни в коем случае они фиктивны не могут быть, потому что они все ведут учет. Эти ветеринарные формы нам выдает сегодня Ставрополь. Ставрополь ведет, весь учет ведется в Ставрополе. И, в общем, например, если со Ставрополя возятся животные, они это все заполняют в электронном виде. Уже мы видим в электронном виде, что ввозится животное со Ставрополя, например, 100 голов или 50 голов. Ввозится, уже мы у себя видим это. По итогам проверки можно утверждать, что сибирская язва на территории Ингушетии существует лишь в слухах, которые неизвестно кто и для чего распространяет. На сегодняшний день факты наличия сибирской язвы не подтверждены. Не подтверждены они Роспотребнадзором, также Россельхознадзором. Информации у нас, такой информации и ветеринарным управлением, такой информации у нас нету. Также информация не поступила в правительство. Также необходимо отметить, что на всех границах республики стоят ветеринарно-контрольные посты, через которые, как нас уверили в правительстве, не то что язва, муха не пролетит, но одновременно есть и частные мясные магазины. Например, на том же крытом рынке, где вроде бы и есть ветеринарная лаборатория, но не всегда она соответствует федеральным нормам. Словом, мясо лучше покупать там, где строже следят за качеством продукта. Мария Мястоева, Марина Катиева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Ближе к завершению священного месяца Рамадан жители Ингушетии начинают по традиции запасаться пшеницей на праздник Ит-аль-Фитр. А вот некоторые продавцы, пользуясь моментом, резко поднимают стоимость этого злака. В свою очередь, Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики объявляет, что с сегодняшнего дня в регионе будут открыты специальные торговые точки, где пшеница будет продаваться по 9 рублей за килограмм. При этом все зерно заранее очищено и, что немаловажно, выращено на полях республики. Если, допустим, цена на привозную пшеницу в республике разнится от 15 до 16 рублей, то мы сегодня выставили, уже 3 точки мы выставили пшеницу по 9 рублей. Хорошего качества, сухая, очищенная пшеница по 9 рублей будет продаваться. Вот как мы видим, это здесь на перекрестке, на Карбуласском перекрестке в сельском поселении Яндышка. На Икажевском кругу завтра будет выставлена точка. Завтра же будет выставлена точка на Кантышевском перекрестке. Сегодня работает точка дополнительно на Молгобецком перекрестке. В районе Очулков еще одна точка работает. Завтра будет выставлена точка в Сунже. В течение ближайших 2 лет у въезда в Магаз вдоль реки Сунжа будут построены 2 многоэтажных дома. Их возводят на территории 2 гектара. Уже завершили цокольные этажи. Здесь же в прибрежном микрорайоне запланированы детская площадка, парковая зона, молельный дом и дом торжеств. Подробнее Марина Катиева. Эти высотки в скором будущем будут встречать въезжающих в Магаз. Правда, пока еще трудно представить задумку строителей. Но через пару лет прямо у берега реки Сунжа вырастут 2 семиэтажки, которые будут гармонично дополнять архитектурный ансамбль города. У нас проект хороший, добротный, такой красивый. Здесь и по-другому не должно было быть, потому что это въезд города Магаз, это обзор такой. Поэтому у нас хороший проект. Мы согласны проекту работаем. Я думаю, людям понравится после того, как мы его построим. Монолитчики, каменщики, арматурщики и всего рабочих около 20 человек. Впрочем, больше пока и ни к чему. Для проводимых работ этих рук вполне достаточно. Цокольные этажи 2 многоэтажек уже завершены. Теперь строители взялись за первую высотку. Ставят опалубку, устанавливают арматуру и готовятся к возведению 1-го этажа. Строители говорят, что если бы не дождливая весна, сделать удалось бы гораздо больше. В данное время мы возводим 1-й этаж.
мы строим сейчас первый этаж. Первый этаж, она чуть тяжелее, конечно, она 4,20 высотой, ну, поскольку там внизу должны быть магазины, там разные общественные, кому там офис понравится взять. Вот. А второй этаж и третий, и последующий, она быстрее пойдет. А там высота 3 метра, как везде строят. Вот помех такого нет у нас, чтобы мы не знали, где-то что-то строить или какой-то трудности нет. Зураб Тамбиев более 15 лет работает водителем различной строительной техники. Сейчас с помощью погрузчика он помогает рабочим с тяжелым грузом, подносит необходимый стройматериал и выравнивает дороги, чтобы строителям было легче передвигаться на стройплощадке. Работает каждый день с 8 до 6, а выходной лишь раз в неделю, ведь работа не в проворот. Стройматериал, подсыпки ежмехте, дук белхаш, постройки чадук бохул уз разный белхаш так. Строительство ведется на 2 гектарах. В многоэтажках будут 2-, 3- и 4-комнатные квартиры площадью от 70 до 124 квадратов. А во дворе отведено место для автомобильной стоянки на более чем 200 машин. Также здесь появится детская площадка, парковая зона и постройка, которая на усмотрение жильцов может стать молельным домом или же помещением для торжеств. Первый дом планируют сдать в следующем году. Вместе с ним завершат и благоустройство территории, тогда как сдача второй семиэтажки запланирована на 2018 год. Здесь же неподалеку другая фирма работает уже над коммуникациями, прокладывает водопровод, проводит канализацию, делают ливневки и выравнивает подъездную дорогу, которая поможет разгрузить пробки на главной магистрали Магаса. Марина Катива, Асхаб Героев, Новости 24. В Гази-Юрте с наступлением летнего сезона усугубляется проблема с водоснабжением. Особенно терпят неудобства те, кто живет на возвышенности, на улице Яндиева и Базоркина. Местные жители вынуждены в лучшем случае пользоваться колодцем, но он есть не у всех. Остальным остается закупать воду и хранить ее в емкостях. В местной администрации о проблеме знают и уверяют, что ее решения ждать осталось недолго. Тамара Костоева в очередной раз уже по привычке проверяет, не появилась ли вода в кране, но, увы, ее как не было, так и нет. Почти месяц воды нету. Вот как дожди закончились с тех пор, вот как жара начинается, у нас каждый год эта проблема. Воды не бывает. Где-то ночью часиков 2 дадут, мы свои баки, там ведра, все, что у нас есть, емкость, мы наполняем. А так нету. Целый день без воды. Объясняется проблема с водой тем, что улица Яндиева, на которой живет женщина, находится на возвышенности. Но несмотря на это, хозяйка дома исправно платит за коммунальные блага и ничуть не жалеет об этом, ведь правда на ее стороне. А спасает семью Костоевых вот этот колодец, который они наполняют, как только появляется возможность. Колодец у нас есть, но вот колодцы же не у всех. Особенно где вот новостройки. У них же нету колодца. У нас-то ладно, еще старый колодец. Еще мой свекр его сделал. Ночью, вот когда вода идет, мы шланг ложим туда и заливаем. В отличие от Тамары, Ашат Жандигову спасают вот такие емкости для воды. Колодца у них нет, и воду хранить в большом количестве негде. Приходится наполнять все, что попадется под руку. Жандиговы тоже живут на возвышенности, на параллельной улице Базоркина, в так называемом коттеджном городке. И с водой здесь те же проблемы. И трош машин хули ец, а что так кис. Да цхин оплачивать даешь. Да ла да. Она трош три хат дорат. Исхи хадинш не на хих аштал бок. Но ай мистатшн ай хи ханат. Пацуга да тело. Я ла да. Их кило тяжер яз. Я хи хадат я кон дезичани. За 20 кубов воды здесь платят 2000 рублей, за 15 – 1,5. Да и подвоз осуществляется в первую очередь домам многодетных и малоимущих семей. Иногда глава администрации делает это за свой счет, иногда же вода достается им бесплатно, выкручиваются как могут. Оперативный штаб у нас сейчас создали, вот оперативный штаб работает, вот сейчас я еду туда, график составить, где машины, где малостин, какой день, Лию, Гази-Юрт, вот и Барсуки, подвоз ее полностью. Сейчас начинаем. В прошлом году работал оперативный штаб, в прошлом году подвозили воду, бесплатно даже возили. На машине, если когда нет машин, я сам покупал воду. Радует лишь то, что на спуске вода все же идет не без перебоев, конечно, но грех жаловаться. Пока село обеспечено за счет Альтиевского водозабора. Здесь 2 резервуара общей емкостью 1600 кубов. И если они не заполнены до конца, то на возвышенность вода просто не поднимается, не хватает напора. Местные власти с гордостью говорят, что в скором времени эти проблемы уйдут в прошлое, и в каждый дом вода будет поступать бесперебойно, даже в самое жаркое время года. По поручению главы республики у нас планируется сейчас бурение скважин.
в эту территорию, окраин села, и 1000 кубов водоем, установку водоема, и 2000 метров водопровода. Вот в ближайшие дни у нас есть проект готовый полностью сейчас. Вчера они выезжали, вот, проверили местность. Сейчас на днях мы дорогу и свет подведем и начнем бурить. По программе «Роснефть». Глава администрации села уверен, что новые скважины помогут обеспечить водой как минимум 70% жителей Газиюрта. Марина Катива, Сумбек Аздоев, Новости 24. Сотрудники управления Россельхознадзора по Ингушетии проводят на территории республики специальные рейды по борьбе с амброзией, чтобы не допустить ее активного цветения, образования семян и дальнейшего разрастания в черте людских поселений этого сильнейшего природного аллергена. Сегодня подобный рейд прошел в республиканской столице, где опасное растение чувствует себя вольготно, особенно в 10-м микрорайоне города и по улице Назарбаева. Бумаги, в которых указывается на это упущение, будут оперативно переданы в мэрию Магаса. Кстати, в ближайшие дни подобные фитосанитарные обследования пройдут в Назране, Карабулаке и Сунже. Наблюдаем два вида карантинных сорняков. Это есть амброзия полнолистная, вот она, вид, потому что ее называют похожая на полынь, поэтому ее называется амброзия полнолистная. И амброзия трехраздельная, вот лист у нее разделен на 3 части. Вот два вида карантинных сорняка, которые здесь не должны быть. Это является грубым нарушением законодательства в сфере карантина растений. Сейчас еще об одном рейде. Его провели инспекторы ГИБДД совместно с сотрудниками МЧС. С автолюбителями говорили о профилактике пожара в машине. Только с начала этого года на дорогах Ингушетии зарегистрировано 14 случаев возгорания автомобилей. Водителям раздали памятки, проверили наличие огнетушителей, ну а сотрудники скорой помощи учили оказывать первую помощь пострадавшим ДТП. Подробнее Магомед Асканов. Языки огня, крики о помощи и люди, разбегающиеся в разные стороны. В интернете полно видео, на котором видно, каким кошмаром может обернуться для человека загоревшийся автомобиль. Оказавшимся в кругу огня, зажатым в покореженной в ДТП машине, людям можно было бы оперативно помочь, если бы у очевидцев пожара или у самих потерпевших оказался под рукой элементарный огнетушитель. Но нет гарантии, что даже если он и найдется, то окажется исправным. Этот рейд в Магасе для того и проводят, чтобы в итоге каждый в идеале автомобиль на дорогах Ингушетии был укомплектован исправным огнетушителем. При этом многие водители как минимум на словах с инспекторами ГИБДД солидарны, что пожар в машине – серьезная беда. Элементарное разъяснение того, что любой автомобиль от возгорания не застрахован, становится более эффективным методом воздействия на сознание граждан. Специалисты разъяснили автолюбителям причины пожара на транспорте, раздали вот такие вот памятки, в которых наглядно показаны действия граждан по предупреждению пожара. В профилактической беседе инспекторы объяснили, что спасение жизни и материальных ценностей в первую очередь зависит от самих автолюбителей. В машине Султана Тимурзиева огнетушитель всегда исправен. Автолюбитель не только регулярно его проверяет, но и уже успел испытать на деле, когда помогал тушить огонь на дороге другому водителю, загоревшемуся автомобиле которого средств пожаротушения, как назло, не оказалось. Огнетушитель – это неотъемлемая часть автомобиля в любом случае. Она должна быть так же, как и аптечка, потому что непредвиденных обстоятельств бывает много. И он должен быть в любом случае, это уже как закон должно быть. А Магомед Костоев тем временем внимательно слушает сотрудника пожарного надзора, который подробно объясняет водителю, как пользоваться огнетушителем в случае чрезвычайного происшествия. Огнетушитель, я говорю, он не то что для меня, для всех участников движения он пригодится. Я постоянно на дороге, бывают случаи пожары, бывают аварии. Я думаю, это очень хорошая акция. Пока инспекторы полиции вместе с сотрудниками МЧС раздают памятки и буклеты, в машине скорой помощи водителям объясняют, как оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП. По словам врачей из службы медицины катастроф, при серьезных травмах грамотная помощь в первые минуты жизненно важна. И наоборот, неумелые действия могут принести не меньший вред, чем сама авария. Если он говорит, если он в сознании, если он может двигаться, то вы оказываете помощь так, как он говорит. Если он не говорит, не может двигаться, лучше его не трогать, оставить, пока приедет
медицинской катастрофы или карета скорой помощи. Оказать при необходимости первую медицинскую помощь должны уметь все участники дорожного движения, и водители, и пешеходы. В критической ситуации эти знания плюс исправный огнетушитель могут спасти чью-то жизнь. Иногда на дороге все решают секунды, а учитывая, что пожарным машинам еще надо доехать до места аварии, огнетушитель в вашей собственной машине может оказаться на вес золота. Чтобы донести эту простую мысль до каждого водителя, практика проведения совместных рейдов ГИБДД и МЧС будет продолжена на других участках дорог республики. Магомед Асканов, Рахман Цуров. Новости 24. Свой вклад в развитие импортозамещения в Ингушетии вносит община турков-месхетинцев. Трудиться они умеют, а потому и урожай обычно бывает на радость. Только с одного куста удается собрать несколько десятков картофелин. Недавно поступил заказ из Ростовской области на лук и редьку. Их продукция регулярно поступает на рынки Назрани и Малгобека и пользуется большим спросом. Подробнее Тамерлан Хамхоев. Чтобы посадить здесь петрушку, работники разработали целую систему. Вначале сажают несколько рядов, чуть позже еще несколько, а оставшиеся семена сажают уже когда первые начинают давать всходы. Это, по словам аграриев, делается для того, чтобы снабжение населения свежей зеленью было бесперебойным. Помимо этого, на полях также выращивают в больших количествах редьку, морковку, капусту, болгарский перец и другие овощи. Как приехали в Ингушетию в 90-х годах, начало 90-х годах, с тех пор, и где мы раньше тоже жили, мы занимались сельским хозяйством, основным. Тяжелым, как говорится, мы занимаемся сельским хозяйством. И сюда тоже, когда приехали, посмотрели, что Ингушетия очень плодородная земля, здесь можно заняться земледелием. И с тех пор мы здесь уже 27 лет живем. С одного куста несколько десятков картофелин. Таким богатым урожаем, по словам Бенали Халилова, они обязаны плодородной ингушской земле и тщательному уходу за ней. Турки-месхетинцы приехали в нашу республику пару десятков лет назад, и теперь в Малгобекском районе почти каждый из них занимается земледелием, будь то у себя во дворе или на вот таких полях. Если ты любишь трудиться, то работа с землей даже в месяц Рамадан под палящим солнцем не так тяжела, делится Бенали. На данный момент из-за продолжительных дождей, которые остановились лишь недавно, некоторые места заросли сорняками. Ну а сейчас в эту жару важно не дать обработанной земле засохнуть. Для этого здесь налажена система орошения. В одном кустике 24 штуки мелкой крупной картошка. Какая плодородная земля, из этого и можно тоже сказать, что в Ингушетии как можно. И также другие вещи. Там видите зеленый лук, зелень, салаты, листья, и тыква есть, и арбузы, видите, вот немножко не так, потому что погода стала холодной, она не выросла хорошо. Работники этих полей поставляют свой товар в основном на рынки республики, но есть и некоторые другие регионы, которым пришлись по вкусу продукты, выращенные на ингушской земле. К примеру, недавно из Ростовской области поступали заказы на лук и редьку, а с Владикавказом сотрудничество уже ведется давно. Но основной потребитель, конечно же, население республики. Выращенные заботливыми руками, эти овощи с прилавков рынков Назрани и Малгобека разлетаются моментально. Приезжают даже люди, как в предыдущий раз сказал я вам, даже с Ростова говорят, что из-за зеленого лука. А Владикавказ из-за зелени, всякие зелени, вот ботву, вот свекольные забирает, все забирает, что есть зелень можно. Каждый день рано утром или же после обеда к вечеру они подъезжают, здесь готовят. Около 200 гектаров сельскохозяйственной продукции, и это только на одном этом участке. Недалеко есть другие поля, где также производятся экологически чистые продукты. Для того, чтобы выращивать еще огурцы и помидоры, не хватает людей. У здешних земледельцев работы и без того в избытке, ведь спрос на подобные продукты был, есть и будет, особенно в преддверии праздника Ид-аль-Фитр. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24. Все госуслуги к вашим услугам. Век высоких технологий для того, чтобы совершить покупку, записаться к врачу, подать заявку на получение определенных документов. Не обязательно выходить из дома. Для всего этого есть интернет. А если с ним что-то не заладится, то при этом получить ту или иную справку просто необходимо. Достаточно просто отправиться в многофункциональный центр. А их по республике всего 8. Подробнее Мария Мистоева. Например, услуги по кадастровому учету тоже можно получить в МФЦ, который прежде всего является местом приема и выдачи документов. Поэтому людям удобнее обращаться именно сюда, а не обивать пороги муниципальных и государственных организаций. Прием документов в любом центре проводится в режиме одного окна, что упрощает процедуру получения гражданами и юридическими лицами государственных услуг. Здесь можно сэкономить не только время, но и нервы. МФЦ работает по принципу соглашения о взаимодействии с федеральными и местными органами исполнительной власти и с органами местного самоуправления. В рамках дорожной карты постепенно, ежегодно увеличивается процент оказания в объеме в таком услуг Госреестра многофункциональными центрами.
У нас и в 2016 году, в этом году, значит, в рамках дорожной карты установлен 80% оказания государственных услуг Росреестра через многофункциональный центр. На данный момент в республике работают 8 многофункциональных центров для получения таких услуг, как постановка на кадастровый учет земельного участка, учет изменения адреса объекта недвижимости, снятие с кадастрового учета помещений и ряда других услуг. Не обязательно приезжать в МАГАЗ в центральный офис. Там на месте, в очень доступных местах находятся эти центры, значит, они обеспечены всем необходимым, функционирует, ну, соответственно, специалисты принимают документы и по каналу связи направляются к нам сюда для обработки, подготовки. И, соответственно, этот документ, уже готовый документ, опять же, по каналу связи идет туда, откуда он пришел. Соответственно, тот многофункциональный центр. Во всех многофункциональных центрах работают квалифицированные специалисты. Мы ежеквартально проводим со специалистами многофункциональных центров обучающие семинары. И вот в ближайшее время тоже предстоит проведение этого семинара. Оказываем в виде консультации. Если есть необходимость по запросу, мы направляем специалистов, чтобы на месте им оказать консультативную помощь. Помимо прочего, получить ту или иную услугу можно в электронном виде, благодаря интернет-порталу госуслуги. Для этого нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте и получить ПЭП – простую электронную подпись. Мария Мистоева, Суланбек Аздоев, Новости 24. Сегодня в Сунже обсудили вопрос выделения льготных путевок на санаторно-курортное лечение. Сами льготники жалуются на слишком долгое ожидание своей очереди, и при этом нет никакой уверенности, что выехать все же удастся. Представители органов соцзащиты ситуацию объясняют финансовыми трудностями и призывают к терпению. Рина Цичоева подробно. В этом зале собрались льготники, такие как чернобыльцы, репрессированные и инвалиды различных групп. Для многих из них в последнее время бесплатная путевка на санаторно-курортное лечение остается мечтой. Их документы принимают в отделениях соцзащиты, но куда они деваются потом, им не ясно. Мне выдали последний раз путевку за 2012 год. И получается, я 4 года уже в задолженности. Они объясняют тем, что не хватает путевок. По закону льготникам ежегодно полагаются путевки на санаторно-курортное лечение. У собравшихся очень много вопросов к представителям соцзащиты и прокуратуры. В течение 4 лет, 12 числа, только рабочий год начинается у нас, в смысле после новогодних каникул. В течение 4 лет, 12 числа, стабильно я сдавал эти документы. Стабильно 12 числа. И 0. Поэтому я считаю, что это неправильно. Старший прокурор отдела за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики Людмила Курскиева объясняет, путевок на республику выделяют мало, а желающих поехать на курорт очень много. Если в отделениях соцзащиты отказали в предоставлении путевок, граждане должны повторно написать заявление уже в следующем году. Проблемы возникают тем, что финансирование значительно меньше, чем количество желающих получить и воспользоваться этим правом. Желающих много, да? А желающих очень много. Я, к примеру, приведу, что если в республике ежегодно подают около 5000 инвалидов заявлений на предоставление путевок, то получают только 200-300 человек, примерно так, да. Но все это происходит согласно того объема финансирования, который происходит в текущем периоде. Представители соцзащиты подтверждают этот факт. В распределении путевок не действует принцип общего котла. Получают путевку те лица, которые наиболее в этом нуждаются. Всего на этот год на республику дали 240 путевок. Больше денег нету, из-за этого, значит, мы не можем. И эти все путевки распределяются по отделам соцзащиты в каждом районе, где они находятся, в городе. 8. Поэтому люди должны правильно понимать, что из-за отсутствия денег, из-за отсутствия финансов, возможностей нашей страны, нашей республики, больше на сегодня больше нету путевок. Словом, от работников соцзащиты зависит очень мало. Увеличить федеральное финансирование они не в силах. Единственное, что могут сделать льготники, запастись терпением и ждать своей очереди. А вот сколько придется ждать, покажет только время. Рина Цичоева, Майрбек Миржоев, Новости 24.
Красивые наряды, высокие каблуки и вечерний макияж вместо привычного белого халата и лекций по анатомии. Сегодня свой выпускной праздновали студенты медицинского колледжа имени Асият Тутаевой. 155 специалистов, медсестры, фельдшеры и акушеры получили долгожданные дипломы. Репортаж Румины Ахриевой. Когда этот праздник родился и кто его придумал, никто уже и не упомнит. Начинался он как тихая, трогательная прогулка прощания со студенческой жизнью. Потом для выпускников стали устраивать балы и концерты. Вчера еще студенты, а сегодня уже квалифицированные специалисты с дипломами, в том числе и с красными. 14 выпускников медицинского колледжа получили их сегодня из рук заместителя республиканского Минздрава Хади Угурчиевой. На сцену для получения долгожданных корочек часть краснодипломников поднималась вместе с родителями, которые, это было видно, волновались даже больше своих детей. Причем сами выпускники в этот день обещали принципиально не давать воли своим чувствам. Это такой момент волнительный. За эти 3 года я завела себе много друзей. Не хочу попрощаться, но что поделаешь. Я бы хотела от души поблагодарить всех преподавателей, которые несли большой вклад в нашу учебу, в наше образование. Наблюдая за своими детьми из зрительского зала, многие родители вспоминали при этом свои выпускные, невольно сравнивая их, и благодаря преподавателям колледжа за этот радостный день. Дочери лебеди, говорит, с матерью. Мы тоже, я говорю, в свое время были лебедями. Когда я ждала 60 лет, уносит лебединую красоту. Но ничего, все равно как-то я вспомнила, разволновалась, конечно, все свое перед глазами прошло. Учителям было это тяжело, они мучились. Но я сегодня считаю, пусть Бог им будет весь святое, все, что поддал Бог и нашим учителям, нашим медколледжу, что сегодня наши дети рады, получают диплом. Мы этим очень довольствуем. В лица своих теперь уже бывших учеников всматриваются и педагоги колледжа. За годы обучения эти ребята стали им буквально как родные, и расставаться с ними тяжело. Для любого медицинского работника основополагающее качество – это милосердие, доброта, отзывчивость. И, на мой взгляд, наши девушки в полной мере обладают этими качествами, потому что профессионализм можно приобрести и потом, впоследствии опыта, впоследствии дальнейшей профессиональной деятельности, но доброта душевная, отзывчивость, мне кажется, с этим рождаются. И многие наши девушки подтвердили, что этими качествами они обладают. Ильяс Барахоев – единственный парень на своем курсе фельдшеров, и среди всех сегодняшних выпускников признается, что учиться с девчонками ему было нетрудно. Постижение медицинских наук вообще оставляет очень мало времени на лишние мысли. Но мечты у вчерашних студентов есть. Все они одинаково мечтают о светлом будущем. И Ильяс среди них не исключение. В этом году, навряд ли в следующем году поступить заочно на высшее техническое образование, то есть медтехник. И планирую уже получить второе образование уже высшее, в этом плане. Потому что с техникой, мне очень нравится работать с техникой, то есть ремонт техники, обслуживание. Я подумал, что совмещение медицины и техники самого, это будет очень хорошо в дальнейшем. Затихают звуки музыки, но 155 выпускников, именно столько в этом году выдано дипломов в медицинском колледже, еще долго не разойдутся по домам. Большинство из них отправятся на традиционную прогулку, ведь вполне возможно, что так собраться все вместе у них получится уже очень нескоро. Румина Ахриева, Сулумбек Аздоев, Новости 24. Такой была среда. Следите за новостями. Спасибо за внимание и берегите себя.